Тувинский агропромышленный техникум в этом году обучает 460 студентов 6 технологиям и 5 профессиям. Из-за того, что образовательное учреждение гостеприимно приняло в свои стены школьников, учебное время было значительно сокращено. Стараемся, чтобы выдать весь материал. И сейчас мы больше ориентируемся на практическое обучение, так как приходится пораньше освобождать учебный корпус. И у нас есть учебные мастерские, программы адаптируем таким образом, чтобы практический час у нас занимало больше времени учебный процесс. В этой ситуации есть и свои плюсы. За год совместного обучения пошел процесс адаптации. Значительный плюс – это то, что ребята у нас обучаются, и в рамках профориентации мы проводим работу с ними, так как они непосредственно на наших территориях обучаются, они своими глазами видят наши условия, как наши студенты обучаются. Живой наглядный пример стал для многих школьников решающим в выборе специальности по окончанию 9 класса. В этом году 9 классы заканчивает 50 учащихся. Из них большинство изъявили желание здесь остаться, так как ребята каждый день смотрят здесь, в каких обстоятельствах учатся студенты, какие специальности тут. Говорят, в тесноте да не в обиде, но все равно чувствуется, что здания техникума недостаточно для такого количества учащихся. Всего в школе 534 учащихся, из них 270 учащихся учатся в начальных классах. Мы уже тут второй год, поэтому уже привыкаем к этим обстоятельствам. Единственный плюс для учащихся школы – это большая столовая. Раньше столовая занимала место примерно как это фойе. Вместимость столовой техникума 120 мест за один прием, в то время как столовая старой школы вмещала не более 40 детей. В самой школе в этом году проведен основательный ремонт, который в основном устранил причину, по которой она была закрыта. Если честно, я думал, что увижу на месте старой школы развалины, но на мой непрофессиональный взгляд, эта школа может функционировать еще не один год. В настоящее время ситуация со стройкой новой вместительной школы сдвинулась с места. В планах стоит постройка школы на 616 мест. На сегодняшний день какие там есть сложности. Третий раз уже меняют участок земли, потому что при изысканиях выявлено, что грунты не подходят. Определен строительный подрядчик, который взялся за дело. По условиям контракта в августе должен быть завершен проект работ. В сентябре-октябре строительная техника должна быть на объекте. По срокам задача стоит, чтобы к концу 2023 года школа была готова. Пока никаких переносов сроков разговоров нет, поэтому мы надеемся, что школа Балгаза не появится. Поддержка Минпросвещения есть, поэтому сейчас такой, авральный режим работы, параллельное изыскание, параллельное проектирование, пересчеты. Поэтому большая доля уверенности, что школа к концу следующего года появится. Место под новую школу определено. Она будет построена в западной части Балгазы. Над заказчиком выступает Госстройзаказ, генеральным подрядчиком ООО «Өлчей». Сайгын Бирбил, Владимир Суртук, Чайхан Донга, Казамат Отчур, Тува 24, Тандинский район.